Добрый вечер, друзья! В театре продолжает кипеть работа над очередной премьерой, над очередным спектаклем, над любимейшей комедией, пожалуй, старшего поколения. Больше его помнят еще, когда он ставился впервые в прошлом столетии на нашей сцене. Это комедия «Желание Паши», Пасай Фандун. И вот снова она прозвучит на этой сцене нашего театра уже под чутким руководством талантливого режиссера Валерия Царева. Каким он предстанет, этот спектакль, уже учитывая новые реалии, с новой актерской труппой, и какие изменения внес сам режиссер, и в целом о впечатлениях в Юго-Осетинском театре расскажет нам сам режиссер-постановщик. Здравствуйте, Валера! Приятно вас видеть у нас на юге. И расскажите, пожалуйста, о том, как пришла идея поставить эту комедию на наших подмостках, и кто вам помог в этом? Учитывая традиции, учитывая связь наших театров, я вообще считаю, что они не разные театры. У народа есть несколько труп, что в Южной Осетии, что на севере. На севере Егорский театр. Поэтому, мне кажется, вот это объединение, то, что происходит, это о чем говорит, что народы, которые разделяет народ только Кавказский хребет, больше же ничего не разделяет. И культура, и традиции. И учитывая, что и драматургия одна и та же. Поэтому мне кажется, что не хватало нам побольше общения. Не только коллектив с коллективом, но и зрители соскучились, скажем. На сегодняшний день, что полноценные гастроли сделать сюда, тоже проблема. И то же самое обратное. А вот таким путем, что одна и та же пьеса поставлена здесь и там, и потом меняемся актерами, или даже самое простое, декорации не надо возить, уже театр может, артисты могут приехать совершенно спокойно и порадовать нашего зрителя. Проект был придуман руководителями театров на севере Георгий Валев и здесь на юге Тамерлан Зуцев. Я как раз присутствовал. И мы тогда решили такой вопрос, что давайте попробуем пока вот «Желание Паши». Она комедия, одна из лучших, я бы сказал, добрых комедий в осетинской драматургии Давида Туаева. И мне кажется, что вот проба первая идет, хотя недавно была здесь премьера спектакля «Геноцид», и там участвовали мы как артисты. Тоже по реакции зрителя говорят, что то, что мы играли там, ну, небольшие роли, но сам факт, что на сцене собрались артисты 4 театров. Но это, конечно, очень радостно, потому что зрители, мы же все, что делаем, это для нашего зрителя. И восприятие было просто фантастическое, мы сами не ожидали. Потому что мы соскучились, мы мало видим друг друга. Оно-то связано со всеми событиями, которые были в нашей жизни. Но жизнь все равно идет, никуда мы не денемся. И поэтому, мне кажется, и деятели культуры, и творческие люди должны стараться к тому, чтобы не унывали, я бы так сказал. Поэтому вот эта комедия, проект очень интересный, это, можно сказать, дальше можно это пробовать. Не только комедии, но и другие, в другом жанре. Но сама вот постановка вопроса о том, чтобы 2 труппы вместе играли одну и ту же драматургию, мне кажется, это нам приятно, и я думаю, что зрителю тоже понравится. О!
постановке по одноименной пьесе Давида Туаева задействованы артисты, народная артистка Республики Южная Осетия Инга Гагиева, заслуженные артисты Суслан Хасев, Эдуард Ванев, а также Артур Каглоев, Натья Чухели, а также Ирина Догузова, Инга Маргиева, которая и сыграла главную роль Паша, и другие. К примеру, спектакль планируется представить на Югостинской сцене уже в ближайшее время, говорит режиссер-постановщик. Стало приятной традицией то, что Валерий Царев приехал в республику в рамках договоренности о взаимном сотрудничестве между художественными руководителями Юго-Осетинского государственного драматического театра и Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева. По словам самого Валерия Царева, пьеса «Пасаефандон», которая входит сегодня в репертуар Осетинского театра на севере Осетии, по праву относится к классике национальной драматургии, и очень хочется верить, и станет она также приятным дополнением к репертуару Юго-Осетинского театра. Хорошие знаковые спектакли, как правило, неоднократно ставятся на сцене. Со временем планируется вводить в Юго-Осетинский спектакль артистов из Северо-Осетинского театра. Аналогично артисты с юга будут привлекаться к показам спектакля на севере. Это, по мнению режиссера, своеобразный момент единства двух осетинских театров, что, конечно, даст свои положительные результаты. Хочу сказать, что с этим коллективом-то я знаком давно. В 90-х годах, когда было тяжело театру, тогда мы придумали на севере проект возрождения Юго-Осетинского театра. Тогда министром культуры был Анатолий Дзантьев, я был руководителем детского юношеского театра. И мы коллектив привезли туда. И я с ним поставил спектакль «Гибернартов». Ну вот 3 месяца, который там коллектив был, мы как-то так помогали, чтобы театр не умер, и в эти сложные моменты мы были рядом. Потом несколько лет меня приглашали поставить спектакль, ну так и не получилось. Не по моей вине, занятость постоянно была, то работа. Но к чему говорю, это что замечательный коллектив здесь. У меня ощущение, что как будто я уже 20-й спектакль ставлю с этой труппой. Очень эмоциональные. Просто в удовольствие с ними работать. Они, как сказать, не ждут, когда режиссер полностью им вот все расскажет. Они любое мое, скажем так, пожелание, они схватывают и реализуют так, как нужно. Поэтому мне с удовольствием я работаю с коллективом. А когда есть огонь в коллективе, когда вот постановочная группа единомышленников, тогда и продукт получается. Поэтому я надеюсь, что не последний мой спектакль, который бы я хотел здесь поставить, но отношение руководства театра самое лучшее. Работа с новым режиссером – это все-таки опыт. И для нас, конечно, опыт немаловажен. Нам необходимы разные режиссеры. И, конечно, интересно всегда бывает работать с новыми режиссерами. Вдвойне приятно мне лично, как актрисе, что это национальная тема. И костюмировано все, эпоха есть своя, и то, что надо выносить все это, конечно, тоже для меня ново. Как бы. Не, были спектакли, конечно, Фатима, Талаза и Таймураз, где я еще играла, но это по жанру еще и комедия. Что вам очень близко? Ну, я люблю этот жанр. Я даже не могу сказать, что его легче играть, чем драму. Не могу сказать, честно. Мы обязаны играть то, что нам дают, поэтому я стараюсь полюбить свою героиню, найти что-то привлекательное для зрителя,
найти реальные какие-то качества человеческие, чтобы кто-то себя увидел вот в этом образе. Мне интересен мой образ Салимат. Она забавная такая, кайнахческ. Главное, конечно же, зрители, как они оценят, как они примут. Все зависит от них. Так что добро пожаловать всех. Что касается самой постановки «Желание Паша», это добрая пьеса о любви, музыкальная комедия, в которой звучат народные песни, звучат вечные темы любви, счастья. Думаю, сегодня зритель устал от перманентного воздействия интернета, желает иногда окунуться в национальные традиции и быт, и, может быть, чем-то забытую нашу родную пьесу. Такую возможность ему дадут в этой постановке. Надо отметить и то, что в постановке задействованы студенты самого Валерия Царева, Эдуард Ванеев и Ирина Догузова, которыми он гордится по праву. Все ребята показывают себя с наилучшей стороны, признается режиссер. Думаю, в ближайшее время мы уже сможем представить на суд зрителя нашу совместную работу. Отрадно отметить живое музыкальное сопровождение спектакля, как уже установленная лучшая традиция. В новом здании театра работает оркестр. Живой оркестр театра придает музыкальной комедии национальный колорит и экспрессию. С 80-х годов, когда мы приехали молодым артистами в Осетинский театр, с тех пор я знаю этот коллектив, я и старших помню. И вот это чувство такой гордости, чувство любви, чувство уважения, конечно, это с годами все больше и больше. И мне очень хочется, чтобы моя работа принесла какое-то вот, скажем, удовлетворение не только для коллектива театра, но для тех зрителей, которые к нам сюда придут. Ну что ж, пожелаем вам удачи и, надеюсь, спектакль пройдет с полным аншлагом и оставит яркий след в сердцах театралов. Удачи! Дошли, мадавыкалдар, кнавыттан. Вот оно, самоловым, видауга. Видауга так шафрасам, саттау. Ну, вода.